Я очень рад нашей встрече, нашему знакомству. Взаимно. Сегодня почему-то захотелось поговорить о таких важных вещах, связанных с эзотерикой. Вот. И я не буду долго делать вступление. Мне прямо хочется сразу перейти к вопросам. Я думаю, они непростые, но я думаю, твой уровень, твоя квалификация позволит нам получить интересную информацию. Итак, мой первый вопрос. Бог Всевышний, Создатель всего сущего, архитектор Вселенной, Отец Абсолют, единое всеобъемлющее сознание. Кто Он? Как его лучше называть? Как понять, что Он существует? Знаете, вопрос непростой, и мы всегда упираемся в вопросы веры, да? Кто во что верит? Как я это вижу. В принципе, как у нас считается, что Творец — это нечто непознаваемое. Да, это вся Вселенная, да, все, что можно там представить. Нет ничего, чего бы им не являлось. Сейчас современная наука, я же всегда буду как-то в нашей сегодняшней беседе, и с одной стороны то, что вы называете эзотерикой, но с другой стороны я очень люблю все эти научные парадигмы современные, там, с квантовой физикой и с прочим связанные, потому что они очень начинают дополнять друг друга, да. И в этой всей истории считается, что когда-то ничего не было, да, ничего не было, а потом одномоментно, называется это большой взрыв, называется ли это пульсация, называется это первая эманация, называть это можно по-разному, в разных традициях по-разному называют, но не было ничего, потом бах, и появилось все. И постепенно творение развивается, да, то есть границы Вселенной расширяются, творение развивается, познавая себя. И то, что это взорвалось, то, что было изначально, и то, что расширилось, это и есть Бог, понимаете? И в этом смысле, когда я себе такой вопрос задавал, в принципе, я это на эфирах рассказывал. У меня бывают странные состояния, вы же говорите, эзотерика, а я с детства, когда человек ложится спать, тело у меня спит, а мое сознание не спит. Такое осознанное сновидение называется, да? Я вне тела нахожусь и там передвигаюсь где-то. Такой у меня врожденный лайфхак. И в одном из таких состояний говорю: слушай, что это Бог, как это объяснить можете? Он говорит: давай мы тебе покажем лучше. Я говорю: давай. Оказывается, Вселенная, ничего нету, пустота. Ничего, говорит, не было. Сейчас видишь, говорит, там будет то, что у вас называется взрыв большой. И пошло расширение. Он говорит, когда оно, говорит, появилось, первое это нечто, первая волна, это было время. Это время из этого хаоса, эта волна первая, расширение, оно структурировало первую энергию. Энергия потом собралась в материю, то есть время, энергия и материя. И с тех пор, соответственно, это расширение идет. И с того самого момента вся энергия, вся материя, все это время, да, все это и есть Бог. Поэтому познать Его где-то на небе это бесполезно, потому что вы из Него сделаны, земля, говорят, из Него сделана, стол, стул, животное. Это все и есть Бог, все часть Его. Это, говорит, как клетки в организме, понимаешь? Одна клетка не может себя как субъект познать. Она должна осознавать себя как частью какого-то другого большого организма. И в этом, мне кажется, основная проблема заключается. Что люди пытаются какого-то персонифицированного Бога себе придумать, какого-нибудь мужчину, либо женщину, богиню, либо еще что-то, упрощая таким образом. Но это как следствие было, наверное, их картины мира, да, древних людей. Но в нашей культуре считалось, что Бог это все во всем, это непознаваемое нечто. И Он из света своего создал ангелов, джаттов, дауджитов, из света сотворил, да, потом уже людей сотворил, то есть часть из себя взял, да, соответственно, в этой концепции это нечто непознаваемое, Творец есть, да, и Он из себя сотворил разные живые существа, да, в том числе ангелов, кого называют архангелов, сущностей, демонов, все это Бог. Когда мне говорят, что демоны плохо, я говорю, безусловно, они плохо, но кто их сотворил? Разве есть кто-то в этой вселенной, кого сотворил не Бог? Нет. Раз Он их сотворил, значит сотворил их под какую-то задачу. А единственная задача Его — делать нас лучше, делать эту вселенную лучше, делать этот мир лучше. Соответственно, какую-то функцию выполняет. Если вы задумаетесь, кто какую функцию выполняет, тогда вы по-другому станете на мир смотреть. Тогда вы преодолеете самое страшное порождение нашего материального мира — это дуальность. Это идея разделения. У нас два полушария, левое и правое, поэтому мы все делим на два, понимаете? Добро и зло, свет и тьма, ночь и день и все прочее. За пределы дуальности человек выйти не может. А не выйти за пределы дуальности, он не может познать эту сущность, целостность, эту целостность. Бог это целостное, это один. А мы мыслим на два, кто-то на три. Пусть базовая дуальность два, да, левая, правая рука. Мы так устроены. И мы считаем, что вся Вселенная такая. Это не так.
Вселенная своя целостна, а человек это все разделяет. И вот познать по-настоящему, что это такое, без веры, а именно познать, это можно только погрузившись в себя. И вот в этом же сновидении мне говорит, ну если ты, говорит, Бога хочешь увидеть, ты, говорит, в глаза, войди в зеркало и посмотри туда в глаза себе. Там его найдешь, в глаза другого человека посмотри, на животных посмотри. Это все есть Творец, это все есть Бог. Понимаешь? Все есть Он. Алан, вот Нет ничего, чтобы им не являлось. С момента самого первого творения вся энергия, вся материя, это вся часть Его, это все Его порождение. В этом материальном, не то что в материальном, и в тонком материальном вообще во всех этих мирах. В нашей Вселенной, по крайней мере. Вот известно, что раньше как бы наши старшие, они лучше понимали, кто есть Всевышний. Потом в силу разных обстоятельств, наверное, большая часть людей как бы перестала это понимать, наверное. Особенно в период вот Советского Союза, да, когда был атеизм и так далее. Ну, как прийти, вот, скажем, молодому человеку к пониманию, что все-таки существует Всевышний? Это он должен через какое-то испытание, он должен попасть в какие-то трудности, через литературу, через религию. Вот как лучше всего это понять? Ну, на Востоке считается, что 3 пути есть. Первый, ну, который нужно одновременно использовать. Это чтение святых текстов, да, книг разных, чтение. Это медитация, это нахождение в поле мастера. То есть, почему эти все шрамы на Востоке строили, монастыри или еще что-то. То есть, нахождение в поле человека, который уже достиг этого состояния. Ты, находясь в его поле, ты тоже как бы соприкасаешься с этими состояниями. Плюс погружение внутрь себя. Все эти практики, они связаны не с поиском кого-то где-то, не надо куда-то идти или бежать. Достаточно просто внутрь себя повернуть, да, свое внимание. И вот эти все медитативные практики. А то, что вот вы говорите, там, трудности и все это остальное, эти все штуки даны человеку для одной вещи, для того, чтобы разрушить его эго, его человеческую форму. Его представление о том, что он есть вот материальный объект. Это самое сложное, потому что у нас есть как бы вот эта духовная составляющая, этот свет внутри, а есть это тело, понимаете, этот аватар, в котором мы тут путешествуем. И вот как заставить человека, то есть языком жизненных обстоятельств, надавить на него, трудности ему ставить, чтобы он понял, что он есть не тело. Вот для этого эти все трудности предназначены. А если человек как бы сразу там начинает какие-то практики делать, то ему не обязательно эти все трудности проходить. Там медитация, есть же там традиции, да, в том же буддизме, они же с детства детей берут в обучение. Я думаю, что у них таких проблем уже меньше бывает. Но в наших традициях люди поздно уже начинают искать свет внутри себя. И к тому времени у них уже бывает уже большой багаж их личной истории, их эго наработанного. И вот ломка этого эго самая тяжелая в этой истории. Потому что человек считает себя единственным уникальным венцом творения. Вот любого из 10 миллиардов спроси, ну большинство подавляющее, да, каждый будет считать, что он чем-то уникальный. Вот он такой специальный, особенный, второго такого нет, понимаете, это же эго все. Он не может принять мысль, что он всего лишь клетка огромного непознаваемого организма. Для этого нужно что? Смирение какое-то обрести. И вот для этого ломают, что пытаются показать тебе место в этой всей вселенной, понимаешь? Но это не есть унижение какое-то, в этом есть какое-то величие осознания этого, понимаете? Ведь это вот есть океан, бесконечный океан энергии, есть капля из этого океана, да, ну не знаю, ведро набрали вы воды, вы его оторвали от океана, эту воду, но при этом же она не перестала быть водой. Вы придали этой воде форму. Вот человеческое тело это форма, человеческая форма. Да, придали форму этой энергии, которая внутри заключается. В какой-то момент она забывает, что она с этим океаном просто часть его. Начинает жить своей жизнью. Вот как преодолеть эту человеческую форму, не разрушив ее? Потому что в момент смерти все и так это осознают. А как это сделать так, чтобы не умерев, но как бы достаточно убрать это эго и человеческую форму, чтобы осознать, что ты есть вода и часть этого океана, который находится вот здесь, в шаговой доступности от тебя. И разделяет вас только такая тонкая пленка под названием ваша, там, не знаю, аура, это энергетическое тело ваше и физическое тоже. И вот в этом вся основная загвоздка. И все духовные практики связаны с этим. Избавление от эго, аскезы, молчание, остановка внутреннего диалога, там, питание там, и все прочее. Это вот все как бы разрушает, так скажем, трансформирует, правильнее сказать, человеческую форму вашу. Чтобы вы могли воспринимать себя частью этого океана. Потому что как только вы начинаете воспринимать себя частью этого океана, все возможности и ресурсы этого океана становятся вам доступными. Понимаете? И такой тоже, конечно, сложный вопрос. Что такое душа? Откуда она берется? Где она может находиться? И каковы цели создания души и в чем смысл существования души? Как обычному человеку понять, что существует не только физика,
Но более важная субстанция, что есть душа. Как понять вот обычному человеку? Ну и вообще же все вещи, которые я буду говорить, это чисто мое субъективное мнение. Я так вижу, да, как сказать, ссылки на авторитетов делать не буду. В моей картине мира мир троичен, да, то есть есть дух, часть это божественная, да, какая-то вот искра Божья называют, да, часть это света какого-то, да. Есть душа, то, что соединяет этот дух, это слишком высоковибрационная энергия с телом. Тело очень плотное. Душа это то, что соединяет. И в этом смысле душа это так женская энергия. Она это энергия этой земли, да, вот от нее она приходит через женщину. Дух приходит через мужчину в момент зачатия. Соответственно, какая у вас душа будет? Ну, какую вам мама дала душу, такая она у вас и будет, понимаете? Там, не знаю, любящая, ненавидящая, страстная, сильная, слабая. Это та энергия, которую она дает в момент зачатия ребенку. А дух, соответственно, приходит через отца. Какого духа ребенок? Ну, вот какой у него отец был, такой. С точки зрения современной науки, это что такое? X, Y хромосомы. Это помимо того, что там память есть врожденная, это еще и энергетическая составляющая. Тут же вот интересный момент, я же вот разные традиции изучаю, да, и вот как бы египетская, она прописана более-менее. И там описано, как происходит зачатие в семьях там фараонов или там высшего жречества. То есть сначала как бы сначала перед собой жрецы ставили задачу. Они смотрели, что их ждет в будущем. Какой им нужен правитель, воин, жрец, там, умный, там, воинственный, какой дух им нужен. И они призывать начинали, то есть они понимали, собирались, нам нужен дух, например, вот у нас в будущем будет война там какая-то да, на горизонте с филистимлянами какими-нибудь, да, вот нам нужен воин, чтобы был. И два варианта было, откуда этот дух призвать. Был мир предков, это созвездие Ориона, да, пояс Ориона, царство Осирис, это созвездие Ориона, пояс Ориона. И был мир богов, это, короче, полярная звезда, район полярной звезды. То есть оттуда типа боги приходили, оттуда предки приходили. Они начинали делать обряд, искали, соответственно, подходящую искать женщину, чтобы этот дух, когда придет, эта женщина дала ему подходящую душу, то есть подходящее тело могла внутри себя собрать и, соответственно, интегрировать его, то есть физически собрать и энергетически. Вот эта энергетическая часть, это и есть душа, понимаете, то, что позволяет тому духу сюда включиться. Вот у вас есть сознание, оно втекает, и оно вот втекает куда? Женщине в чрево, она начинает собирать. Находили подходящую женщину туда-сюда, они начинали работать с энергиями молодых. Почему? Потому что в момент зачатия они должны быть на максимуме своей, да, энергетических каких-то возможностей. Там кундалини, все эти истории, не знаю, знают ваши подписчики, наверное, не знают. Но вот эта кобра, которая на голове у фараона, это символ того, что ваша кундалини поднята. Да, потому что символом кундалини всегда являлась змея. Это энергия, которая из нижнего центра поднимается в голову везде. Когда вы видите на голове змею, это все про поднятую в верхний центр кундалини. И когда эта кундалини поднята, включается вся энергетическая машина человека. И после этого они могли делать это зачатие. Почему? Потому что, чтобы пришел сильный дух, ему должен быть соответствующий аватар. Понимаете, там мощная энергия, мощная субстанция, она в маленькое не влезет просто, понимаете. Вы не можете в маленького муравья затолкать огромную там, не знаю, человека, да, потому что, ну, не влазит. Соответственно, нужно тело соответствующее было. Это соответствующий человек должен быть, женщина, да. И вот когда их там тренировали, обряды, то есть все, кундалини поднимали, у них были специальные храмы, где происходило само зачатие. Это ритуальная вещь была, вокруг жрецы молились, и происходило ритуальное вот их соитие, этих молодых. После этого эту женщину, девушку эту, возили по разным святилищам в Египте. Ей пели песни, мантры, там, она ела определенную еду. То есть что делали? Чтобы она была в хорошем эмоциональном состоянии. Это эмоциональное состояние, то есть качество души зависит от эмоционального состояния женщины в момент ее беременности. То есть что она слушает, какие эмоции переживает, такую она ему душу, то есть эмоциональное тело, такое и сплетет этому ребенку. Да? И от того, что она ест, будет то какое-то там физическое тело, соответственно. И потом это через 9 месяцев возвращалась в этот же храм, и там был бассейн, говорит, и в этом бассейне она рожала. То есть они в воду рожали. И так же самое жрецы стояли, охраняли, читали мантры. Почему? Что в момент рождения нечистый дух не вошел в нее. И в момент зачатия они тоже охраняли, чтобы нечистый дух не зашел в момент зачатия. Понимаете, как подходили к процессу зачатия? И вот, соответственно, это технологии были, понимаете, и понимание этих процессов было. Как это все делается. Я уверен, что сейчас у какой-то серьезной аристократии, вот чем она отличается? Она вот этим отличается. Почему они за кровью гоняются? Вот аристократия, там, европейская, разными, они гоняются за кровью. Почему? Потому что определенного качества душу или дух может привести только человек с определенной генетикой, так скажем. Да? Там, от осины не родятся апельсины. Грубо это говорится, но по факту это так и есть. И когда вы к этому делу осознанно подходите, тогда вот так это происходит. Когда как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, тогда и Бог знает, кого приводят в этот мир. Понимаете? Когда всякая нечисть, убийцы, маньяки приходят в наш мир, они через кого приходят? Через женщину. Женщина в этом смысле это портал.
Нету ни одного человека, который бы здесь не через женщину появился в этом мире. Да? Ну, сейчас как-то пытаются, но не знаю, что у них получится. И, соответственно, она решает, какую душу она здесь соберет и какой дух она приведет. От женщины это зависит. Понимаете? И, соответственно, вот так это все. И душа это то, что соединяет дух и тело. Душа приходит от матери, дух приходит от отца. И в этом смысле даже во всей мифологии душа это то, что дает мать-земля. Это земля, женщина, земная энергия, туда-сюда, там нижние 3 энергетических центра. Мужчина это дух, то, что приходит от отца. И соединяется, и получается нечто третье, где вот в момент зачатия в чреве потом растет плод. Третье нечто в этой всей истории. Можно сказать, что душа – это часть большого света Всевышнего. Дух. Искорка. Да. Дух. Да. Дух. Как бы отпучковывается, да? Так Дух, можно да. сказать, да. Да. Поэтому говорят искра Божья. И когда говорят Прометея, за что наказали боги Прометея? За то, что он притащил, он как оживил этих людей. То есть там же люди уже жили. А он украл на небе сноп искр. Он не огонь украл, говорит, он не огонь украл. Он украл сноп искр. Вот это эти самые искры. То есть он эти как бы одухотворил, так скажем, этих людей. Понимаете? Они стали носителем духа. То есть запустил другой процесс эволюции. Там очень все это интересно в этой мифологии показано, про эти искры. Алан, создание, скажем, человеческих душ – это прерогатива исключительно Всевышнего или еще там подключены его помощники? Вот как это понять? Ну что значит помощники? Эти помощники понимают, что они никакие не субъекты, они просто часть некого процесса. Вот ваша рука, она считает вас вашим помощником, как вы считаете? Вот ваша рука, она считает вас вашим помощником. Вам же в голову не приходит, что ваша рука это ваш помощник. Вы просто ей пользуетесь. Вот точно так же и они. Поэтому у них нет свободы воли. Понимаете? Когда у вашей руки появится свобода воли, вот вы ей поставили команду ставить вот так. Она говорит, нет, так не хочу, я хочу вот так. Ты говоришь, нет, как, я вот так хочу. Да нет, я не хочу вот, а вообще вот так хочу сделать. Понимаете? Они осознают себя частью Творца. И поэтому у них нет свободы воли. Они свою свободу, то есть, это часть. И они просто выполняют волю. Понимаете? Поэтому говорить, что они какие-то субъекты и сами что-то делают без воли, это у человека дана свобода воли, из-за чего весь хипиш-то как бы и был описан во всех этих древних историях. Потому что человек получил свободу воли. То есть свободу делать что-то вопреки разуму, который называется в человеке голос разума под названием совесть. Ну, это совесть глуше, чем алкоголем, разными вещами. То есть это голос Бога. Как это вот Алиса сейчас есть в телефоне, да, там внутренний этот как бы голос, который говорит. Вот так внутри человека такой же говорит. Голос Бога. Он его заглушает. Это, кстати, вот на суде в Египте, когда судили человека, сердце взвешивали. Там не сердце взвешивали, там энергетическое тело есть, связано, оно под сердцем находится. И это у нас связано как раз с совестью. И эта совесть на суде свидетельствует против человека. Она является прокурором. И она его там обвиняет. А я вот это тебе говорил, а я вот так, а я вот так, а я вот так. И она обвиняет тебя, его. И, соответственно, эту совесть взвешивают с пером птицы Маат. А это птица справедливости. Насколько человек блел справедливость, то и жил по совести. Я вот читал одну книгу, она так и называется «Душа». И там описывается, что душа тоже составляется из каких-то частиц. И поэтому, может быть, они разные бывают. И потом, наверное, из-за этого рождаются люди с разными характерами. Энергия разная, конечно. Регионы разные, матери выносят разные, генетика у этих мам разная. Там куча факторов. Эмоции они испытывают разные. Понимаете? Одни какую-нибудь попсу слушали мамы во время беременности, это одно сознание у ребенка будет, а другие там Рихарда Вагнера или Моцарта слушали, это другое сознание у ребенка будет. Потому что она своими эмоциями шьет ему, как сказать, душу делает, понимаете? Они просто этого не понимают. И вот это вот отношение бережное на Кавказе к невестам, к невинности невестам и вообще вот к этим всем процессам, оно было не просто так, они эту технологию понимали. Но просто из-за того, что темные века настали, они объяснить ее не смогли. Потому что теоретическая база была утеряна, да, мифология и все остальное, как-то утеряны были книги, да, и осталось все на уровне привычек, обрядов и ритуалов. Но они за собой имеют практическую пользу, понимаете? Это практические вещи были. Не просто потому, что там эта девушка, чтобы ни с кем там не это, а чтобы просто она могла сильную душу привести, дух привести, чтобы она в чистоте этого ребенка в себе вынашивала. Понимаете, если она курит, там, пьет, слушает, там, я не знаю, шансон, а потом удивляется, что у нее какой-то родился ребенок, который ее же потом и мучает, да, там, бандит какой-то, да, будет, или еще что-то такое. Потому что она его сама таким, выносила. Но она этого не понимает.
И наша задача, конечно, им сейчас это доносить каким-то образом. Вот я эфиры делаю, пытаюсь доносить, кто услышит, тот услышит. От женщины зависит, кого она приводит в этот мир. Всех этих негодяев, маньяков, проституток, мерзавцев, они их рожают, понимаете? И почему так происходит, это вот вопрос к обществу. Что там деформация пошла. Поэтому и говорят, в любом обществе спорт женщин, все, кирдык обществу будет. Через 1-2 поколения. Оно выродится. Поэтому удар по женщинам идет. Всей массовой культурой, всей этой алкоголизации, наркомании, всей удар идет в первую очередь по женщинам, по молодежи, по девушкам, понимаешь? Враг знает, что делает. А у меня такой конкретный вопрос, короткий. Зачем дается жизнь человеку на земле? Жизнь? Да? Смысл жизни в самой жизни. Вот, ну... Зачем душе воплощаться в тело на земле? Вот что здесь? Почему на земле? Ну вот зачем желудь с дуба падает? Зачем желудь падает с дуба? Для того, чтобы один из этих сотен, может, тысяч желудей тоже стал столетним дубом. И когда говорят, что творен человек по образу и подобию, это значит форма и внутреннее и внешнее содержание такое же. Понимаешь? Я тоже этим вопросом задавался, говорю, ну как, человек может быть подобием Бога, чем-то необъяснимым, вселенной же целой, говорят, ну таким же точно, как желудь, подобие дуба. Там все заложено, программа есть, там эти все ДНК-коды есть, там материально-техническая база для того, чтобы произрасти, есть желудь, это да, из него же нужно вырасти, из этого желудя, из тела же нужно вырасти. Это процесс во всех религиях, он по-разному проявляется, когда человек перерастает свое физическое тело там, и преображается, да, во что-то другое. И начинается его дальше процесс. Сколько он будет длиться, не знаю, миллионы лет. Эта душа будет трансформироваться. И в конце концов в этой мультивселенной создаст свою вселенную. Это, про образы подобия. Но не все же эти желуди дубами становятся. Почему? Ну, кто-то не туда упал, на камень упал, кому-то воды не хватило, кого-то свинья сожрала, кто-то просто ленивый. Ну, факторов миллион. Одни люди эти вопросами задаются, другие не задаются. Те, которые не сдаются, им дают опять возможность, опять, но в какой-то момент понимаешь, что это душа бесполезная. В бездну пошел и все, и растворили, как будто никогда не было. Ну, бессмысленно. Зачем давать шанс еще 52-й, если он за 50 ничего не понял? И вот смысл человека вот познать это, себя познать в первую очередь, свою эту природу. И понять, что в человеке целая вселенная есть. Алан, частично ты коснулся этого вопроса, но тем не менее хочу уточнить. Есть понятие дух, душа и высшее я. Есть такое объяснение, что душа – это часть духа, которая воплотилась, а высшее я – это которая осталась там, на небесах. Как бы ты это интерпретировал, твое личное мнение? Мое личное мнение, это вот происходит следующим образом. Стоим мы сейчас с вами и смотрим на муравейник. Вот там муравьи что-то ползают, бегают. А мы думаем, хорошее место. Как бы этим муравьям помочь? Ты говоришь, я вот не знаю, хочется помочь, сострадание испытываем, польза какая-то, чтобы от нас была. Ну, надо, наверное, тебе муравьем родиться, я тебе говорю. Ты говоришь, как я туда рожусь? Ну, давай мы сейчас большую часть твоей энергии запакуем здесь под деревьям, еще где-то. Тебя какую-то, ну, сколько чтобы муравей тут смог в себя вместить. И засовываем в этого муравья маленького. Ты бац, просыпаешься, ты муравей. Ты уже не помнишь ту свою часть. Ты маленький муравей, ты полз с теми муравьями туда-сюда, но постепенно из их жизненных обстоятельств тебя подталкивает на некие размышления. И у тебя потихоньку начинает что-то включаться, но ты же еще, у тебя энергии не хватает. И ты начинаешь вспоминать ту свою большую другую часть. И в какой-то момент, может быть, вот как с Иисусом это произошло, да, в 30 лет на него дух сошел. Вот у него состыковка это произошла. Понимаешь, то есть он был человек, потом бац, и не человек. То есть он ту часть энергии, грубо говоря, которую он не смог воплотить в физическом теле, потому что там очень мощная энергия была, да, он смог уже вот в 30 лет смог. И, соответственно, другие 3 года он уже не жил как человек, который он жил до этого. И так этот процесс происходит у всех мистиков. У них есть период жизни, когда они живут как люди, и период жизни, когда они перестают быть людьми в чистом понимании. На Востоке это называлось дважды рожденные. Да, там вот так титул даже есть, такой Падма Самбхава был, словно дважды рожденный. То есть человек умирает, это происходит такая смерть, и он, рождение в духе, это в христианстве называется, это по-разному называется. То есть идет, а потом бац, и вот эта вся энергия становится ему доступной. И он тогда процесс какого-то вот одухотворения переживает и начинает уже жить по-другому. Но будучи еще в человеческой форме, не умерев при этом. Это очень тонкий момент, многие умирают при этом. Вот в чем проблема. Не все выдерживают. Вот это и есть соединение с высшим я. Вопрос возникает другой. У всех это высшее я есть. Ну, есть же и просто муравьи, понимаешь? Поэтому там не все люди
родившиеся муравьями, есть просто муравьи. Молодые души. Такие вот даже наши ролики с тобой смотреть никто не будет. Им даже это не интересно. Я не то, что там кого-то мы там превосходство или оскорбляем кого-то. Нет, друзья мои. Просто кому что интересно, понимаешь? Кому интересно там какую-то, не знаю, порнуху смотреть и чипсы жевать, понимаешь? Им такие темы не интересны. Потому что молодая душа, либо вообще там муравей, неинтересно ему. Поэтому мы никого не хотим, как сказать, мы не эти гностики, которые говорят однозначно, эти там пневматики, хилики, психики, понимаешь, жесткие разделения. Нет, мы считаем, что человек способен восходить. В каждом заложен потенциал. Но если человек не хочет свой потенциал реализовывать, чьи это проблемы? Наши с тобой? Нет, это его проблемы. Это его свободный выбор. В этом смысл свободы воли. В том, что мы не имеем права никого ни к чему принуждать. Мы даем выбор. Как Нео, понимаешь, 2 таблетки, синяя и красная. Что хочешь, то и пей. Твой выбор. Но ты несешь последствия за каждый свой выбор. Смотри порнуху, вот порнохаб сделали, интернет, пожалуйста, вот смотри. А можешь смотреть какие-то ролики, там, просвещаться, там, я не знаю, медитации учиться, что где такое делать полезное. Ты выбираешь. Твоя душа делает выбор в первую очередь. И то, что сейчас происходит на Земле, этот переход, сейчас все эти души делают свой выбор на основании всех своих предыдущих воплощений. Это все результат уже, понимаете? Вот сейчас почему говорят время экзамена, туда, экзамена кого? Тело только родилось там 30 или 40 лет назад. Нет, это души. Если он сейчас так делает, так он и до этого так же хотел делать. Ему дали еще один шанс, он не хочет. Ну извини, пойдешь в бездну. Растворять тебя как в кислоте. Следующий вопрос такого характера. Значит, говорят, плотно-материальный мир, тонко-материальный мир, видимый и невидимый мир. Как в этом разобраться? Понятно, что людям легче понимать физический мир, то есть он может пощупать, понюхать, осязать и так далее. А невидимый мир, как понять, что он существует? Да особенно для молодежи это сложно. Дорогая молодежь, ну просто посмотрите с точки зрения герцовки, сколько способны воспринимать ваши уши, ваши глаза, какие-то частотные характеристики. И задайте себе вопрос, за их пределами что-то существует? И, конечно, существует и ультразвук, инфразвук, ультрафиолетовый цвет, инфракрасный, да, там огромный спектр. То есть мы видим из всей Вселенной какую-то там, я не знаю, пара процентов способны воспринимать наши органы зрения и слуха. Понимаете? Но есть другой момент, когда люди начинают типа видеть мир невидимый. Вот в чем заблуждение заключается, что они типа видят глазами, они не глазами видят. Вот представьте, что человек это есть антенна. Что вообще вот человека давайте обдерем его, мышцы с него все там снимем, остается что скелет. Вот этот скелет, там есть костный мозг, спинной мозг и головной мозг. Вот этот позвоночник и вот эти ребра, это по сути антенна, которая эти волны, которые постоянно вокруг здесь нас происходят, эта диафрагма принимает. Наше тело есть приемник. Голова то, что сигнал информацию обрабатывает. Соответственно, когда люди говорят, что они видят мир невидимый, они его не видят так же, как я сейчас вижу этот фотоаппарат. Они его видят по-другому. Они чувствами чувствуют, но эти чувственные данные в голове они научились переделывать в картинки. При этом не все в картинки переделывают. Кто-то переделывает в звуки. Это называется музыканты. Кто-то переделывает в запахи. Я знаю людей, которые, они видящие по запахам. Они вот все по запахам у них. Это вот редкое явление, но есть. Есть те, кто пишет. Это вот сейчас модный ченнелинг. Смотрит человек тебе в глаза и вот так рукой пишет, понимаешь, автоматическое письмо. Почему? Потому что он свои чувственные данные научился с правого полушария в левое перегонять без осмысления внутреннего диалога сразу вот в текст. Это называется вот на потоке пишет, Рерих там писал, а многие пишут тексты на потоке. Это разные способы, как сказать, материализации этой информации, но она чувственная. Соответственно, у мужчин с этим проблема. Почему? Потому что у них чувств нет. Их мама, жена любить не научили, сердце закрыто, чувствовать не может. То есть волны эти ловить. Соответственно, для него это дикий мир. Ну, если дикий мир, ну хорошо. Сейчас вот есть, например, фотоаппараты, которые ауру фотографируют. Аура-камера. Это электромагнитное поле. Пожалуйста, эффект Кирляна. В 60-е годы еще это сделали. Фотографируйте, смотрите на здоровье. Посмотрите фильмы про квантовую физику. Вам про субатомный мир расскажут. Понимаете? Вообще все невидимое и все находится в суперпозиции. Вообще там сумасшедший дом, что творится в этой квантовой физике. Все научно подтверждено. Поэтому верить только в то, что ты видишь своими глазами, это очень безумная идея. Существует... Мир гораздо сложнее. Существуют плотности мироздания, либо уровни. Что это такое? Какие плотности? Что за уровни? Вот Земля это 3D, это третьей плотности. Как это объяснить? Ну, я у этих людей всегда спрашиваю, линейка у них какая? Линейку им кто выдал, эти плотности мерить? Уровни, ну как они их... Ну, понимаете, вот человек сталкивается с чем-то необъяснимым. И первое, что пытается сделать мозг, все структурировать. Вот я себя приучил свой мозг не структурировать. Понимаешь, не пытаться объяснить, а просто воспринимать.
Ну да, так. Не давать никаких характеристик, не описывать никакими уровнями, понимаешь? Не вот это ничего делать, даже с этими осознанными сновидениями. Вот вам, дорогие подписчики, вот как отличить, когда люди в пространстве энергии находятся, либо они еще домысливают, грубо говоря, мягко говоря, дофантазируют. Когда они видят сновидения в виде картинок, образов, сущностей, демонов с рогами, клыки, там что-то капает на клыки, хвосты там у них, понимаешь? Это все домысливает их мозг. Потому что это пространство чистых энергий. Когда человек в чистом восприятии находится, он его не структурирует, эту энергию. Он ее просто воспринимает. Чувства и ощущения. Поэтому их передавать сложно. Поэтому это называется безмолвное знание, друзья мои. Поэтому, чтобы ты это знание смог передать человеку, ты его должен ввести в это состояние, в котором он это состояние переживет сам. В этом проблема заключается. Словами объяснить вообще невозможно. 95% того, что я воспринимаю, я не могу словами объяснить. Хотя очень стараюсь всегда. Вот как сейчас. Ну, также много говорят об ауре человека, астрал, ментальное тело. Это моя любимая тема, я сейчас расскажу. Эфирное тело. Ну, в этом вообще нам сложно, обычным людям сложно разобраться. Ну, очень сложно понять, что такое астрал, ментальное тело. Я много читал, слушал, но я не смог бы зацепиться, понять, что это такое. Давай. Вот можно? Конечно. Все очень просто. Человек — это электромагнитная структура. Электричество, которое вырабатывает природный магнетизм. Вот когда говорят про энергию, какого-то рода энергия вот внутри тела бегает, она электрическая. Вот я о чем-то подумал, это электрический сигнал по нейронам, по синапсам пробежал. Эти синапсы дали команду, и моя рука сейчас что-то делает. Если этот сигнал не будет проходить в руку, электрический сигнал, то, соответственно, никакого движения не будет. То есть внутри нас бегает электричество. Соответственно, когда человек может быть в трех состояниях пребывать, его тело в трех состояниях, это диэлектрик, когда много сала, шлаков, токсинов и прочего. Электричество плохое в организме. Полупроводник, полупроводники в компьютере, полупроводники, то есть тут проводит, там не проводит, ну электричество не проводит. И проводник. Этот проводник называется безупречный проводник духа. Как они к этому приходят? Аскезы, чистки тела, кишечника, там, не пьют алкоголь, не едят там кучу всякого, не будем сейчас об этом говорить, да, сами понимаете. То есть мучают себя этими аскезами, чтобы привести свой инструмент в порядок, сделать его проводником. Соответственно, тогда у них меняется их электромагнитное состояние. Вот то, что мы говорим, соотношение электричества и магнетизма, оно в виде ауры поля начинает светиться. Если возьмете специальные приборы, там фотоаппараты они сейчас есть, на компьютерах, там они разные есть, да, аура камеры, это эффект Кирляна, открытый советскими учеными. Кирлян еще был в середине прошлого века. Вы можете это электромагнитное поле визуализировать, то есть вы сфотографируете, и вы видите, оно красное, синее, фиолетовое, зеленое. Красное, синее, это все зависит от частоты, на какой вот эта частота ваших вибраций. Красное это более медленно, да, слабый проводник духа, слабое гудит. Когда фиолетовый это очень высокочастотный. Соответственно, вы эту частотность можете сами менять с помощью определенных практик. Понимаешь? И в зависимости от того, на какой ты частоте находишься, такой мир тебе становится доступным. Поэтому все эти ментальные, астральные, эфирные миры, они были связаны с чакрами, с энергетическими центрами. То есть у человека есть энергетический центр определенный, связанный с органами внутренней эндокринной системы. Да? Потому что все чакры, они связаны с эндокринной системой, с гормонами. Как происходит управление? То есть идет воздействие на чакру, чакра воздействует на гормоны, гормоны бьют в мозг и пошел сигнал что-то делать. Да? Там, на сердечную чакру. Бац, там девушку встретила, она как-то бац, твою сердечную чакру, она на нее отреагировала, гормоны попали в тимус, бабахнули тебе в голову и все, любовь проснулась. Что такое любовь? Химическая реакция в голове. Понимаешь? И, соответственно, также все. И эта электромагнитная часть связана с эндокринной системой. Когда вы понимаете, как это все устроено, это все становится очень понятно. И когда они говорят эфирное, астральное, это чистота. Вот ты, например, у тебя поле красного цвета. Ты по жизни будешь встречаться только с людьми, которые с тобой на одной волне. С такими же красными, да, вот красного цвета, у кого такие же ауры. Если, например, ты там зеленого цвета, там в любви весь живешь, цвет любви зеленый, друзья, кто не знал, говорю, анахата чакра. Зеленого цвета, то ты и будешь встречаться с людьми только такими. Ты с красными не будешь, потому что вы пересекаться не будете. Вы на разных частотах живете. Соответственно, одни же, как говоришь, в астральном мире, другие в эфирном, третьи еще что-то. Это частота разная, вибрации твоего энергетического поля. Все очень просто. И их можно произвольно менять, друзья мои. Это не дар свыше, это просто результат работы вашего сознания. Ну и, соответственно, в каком состоянии ваше тело находится. Чуть-чуть вернемся к предыдущему ранее вопросу. Значит,
как подбираются родители, место рождения и как это влияет на судьбу? Это кто решает? Рассказываю вам историю жизни. В Донецке же был, когда в ополчении. Там тоже один парень был донецкий. И что-то разговор с ним зашел. Он говорит, я, говорит, типа, вот сыроедом был. А я говорю, что за сыроед? Типа, только сыр ел, что ли? Он говорит, нет, типа, сыроед, это типа, только фрукты, овощи ест. А я в то время мясо не ел. На войне был, мясо не ел. Ну, смеялись там все, а он не ем мясо, короче. Ну, тогда не ел. А он говорит, я типа вот сыроед. Я говорю, что за тема, зачем? А сейчас он ел все. Он говорит, ты знаешь, говорит, что, говорит, за история была? Я, говорит, познакомился с девушкой. И нам одновременно приснилась девочка. Эта девочка приснилась и сказала, что она типа у нас родится. Мы еще как бы вот только начали там общаться. И короче, она пошла на сыроедение, моя эта супруга, я. Потом эта девочка сказала, они поехали куда-то в горы на Украине, на какую-то гору. И там, короче, туда-сюда, понимаешь, зачатие произошло. И ровно через 9 месяцев родилась эта девочка. И когда она родилась, ну, говорит, год не прошел, мы с женой развелись. И я, говорит, понял, что меня, говорит, просто использовали. Я говорю, в смысле? Говорит, ты, говорит, представляешь, говорит, вот она пришла, так и делала, я все это сделал, она родилась, все, типа, больше не нужен, как бы свободен. И как мы с супругой разошлись, я говорю, ну, за дочкой, понятно, там это. Понимаешь? Дух сильный, вот так приходит. Соответственно, есть когда так приходит, есть когда сознательные старшие есть. Да, вот там жрецы какие-то или старшие в роду. Раньше этим занимались вот эти свахи. У нас же высмеяли институт свах. Они же высмеяли это, дурочек их превратили, да, грузинские фильмы. Помнишь про сваху, такой смешной фильм был? Но это же женщина видящая была. Это была ведунья, она видела, понимаешь? Какой дух должен прийти там в село, там в этот род или еще, какой-то там слабость в этом роду. Вот в этом роду перекос. Ну, значит, надо эту девочку вот с этим мальчиком, и тогда все в роду пойдет исправление. Они эти вещи понимали. Понимаешь? Соответственно, так это все было в традиционном обществе. То есть были старшие, которые понимали, какая необходимость есть, какая там душа нужна, молились, там обряд проводили. У нас, например, ребенок рождается, ему в год проводят обряд. 3 предмета кладут, молятся, и какой предмет возьмет. Это значит, пришел воин, жрец, либо труженик, понимаешь, в этот род. То есть так подходили к этому, ответственно, с пониманием того, что это ты душу приводишь. Сейчас как-нибудь, с кем-нибудь, где-нибудь на заборе расписались и нормально. Поэтому вот так и происходит. Но при этом те, кто нам навязал эту свободную любовь и все остальное, сама эта элита правящая, она за кровью смотрит просто внимательнейшим образом. Там просто генеалогические древа – это одна из важнейших вещей в любой аристократии. Почему? Потому что они к этому тщательно относятся. А при этом обычным людям сказали, что никакого значения не имеет. Свободная любовь, пожалуйста, идите. Ну идите, вот результат. Соответственно, кто это решает? Человеку дана свобода воли. Понимаешь? Свобода воли дана. Дух сильно воплотился, мама решила аборт сделать. Я такие ситуации знаю в жизни. Ну вот она решила, у нее какая-то психологическая проблема, с парнем поссорилась, пошла аборт сделала. Эта душа здесь зависла. Ни туда, ни сюда. Она уже попала в наш мир, а воплотиться не может, потому что она его убила. Алан, кроме генетики, что может влиять на внешний вид человека? Вот кто-то рождается красивым, стройным, другой не очень. И еще, что влияет на таланты, дарования? Один человек очень талантлив, он музыкант, художник, поэт, писатель, композитор и так далее. Другой нет, обычный человек, там, не знаю, водитель машины и так далее. От чего это зависит? Слушай, ну там факторов огромное количество. Бытие определяет сознание. Когда мы жили в горах, там видели это все красиво, и дети рождались, они были сильнее, иммунитет сильнее, ходили босиком, да, то есть сильный, мощный. В город переехали, уже слабеть начали. Стали жить в джунглях этих из панельных домов, еще сознание сильнее деформируется. Плюс зависит от воспитания очень многое. Чем сильны вот евреи, да, евреи рулят, я говорю, в чем, ну, мамы еврейские, я говорю, в чем там прикол еврейских мам, они никогда детей не ругают. Они детей не ругают, самый лучший, ты самый лучший, самый красивый, самый умный. Они ему внушают, даже если это не так. Понимаешь? Они его программируют. Они понимают, что сознание ребенка, мозг, это просто компьютер, в который ты вкладываешь программы. Ты можешь кричать, как у нас, кричать, ты дурак, дебил, там, двоечник, еще какой-то, ничего из тебя не получится. Такие вещи говорит, закладывают такие программы. А может другие закладывать программы, ты самый лучший, ты гениальный, ты лучше Александра Македонского и Моцарта вместе взятых. В тот момент, когда ребенок в это поверит, начнет эту программу реализовывать. Понимаешь? Это зависит от многих факторов. Я еще раз говорю, от ее эмоционального состояния, в котором она была в момент беременности, от того, от кого рожает,
от того, что она там ела в этот период, и чем дышала, сейчас это тоже очень актуально. Раньше не было так актуально, сейчас актуально. И то, как она к нему относится, понимаешь? Какие программы вкладывает. Потому что человек, это все программы, вот мы все, мы результат программ, вложенных в нас до 5 лет. Вот до 5 лет человеческое сознание, все, закрыт этот компьютер, он полностью сформирован уже. Все остальное пошли наслоения на эти базовые программы. Сколько мы всяких тренингов занимались с этими вопросами? До 5 лет. До 3 у кого-то, ну максимум до 5 лет. Все сознание сформировано, все программы, установки, чего он будет бояться, что он будет любить, к чему он будет стремиться. Все это заложено до 5 лет. А это кто закладывает? Ну вот там мама, папа, кто-то вот ближайшие родственники. И соответственно, какие они программы закладывают? Если они на негативе живут, они негативные программы закладывают. Жизнь говно, мужики козлы, там и вот это все пошло. И позакладывали программы, и она их потом реализовывает всю жизнь, эти программы. То есть запрограммировался на собственного ребенка, не понимая этого. Соответственно, я вот говорю, слушай, оружие владеть, разрешение нужно, лицензию получать, машину владеть, управлять, лицензию нужно получать, а ребенка никакой лицензии не надо. Научился, понравилось и вперед пошел. А какое-то, что же надо выдавать, какое-то, не знаю, образование по этому поводу. Я у нас же помню, еще в советское время я еще учился, была этика, психология семейной жизни, да, такой предмет был. Там 10-11 класс, там, ну, конечно, такие вещи не рассказывали, то, что мы сейчас говорим, а такие надо рассказывать. Но, по крайней мере, им хотя бы объясняли, что это, как это должно быть. А этого нет. Соответственно, не то, что девушки плохие, или они же не хотят плохого своим детям, они просто не понимают, как это устроено. И тогда все сваливать начинают на чудеса. А вот чудо случилось. Ну да, наверное, Моцарт это чудо. Да, ну, наверное, да. Но все-то остальные это плод воспитания, вот как бы и всего остальных таких вещей. А он еще же влияет опыт прошлых воплощений, наверное, все-таки на это все. И я где-то читал, слышал, что если человек был очень добрым, делал благие дела, то как бонус вот ему идет дарование в будущем воплощении. А если жил как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Высоцкий хорошую песню написал про этой теме. Понимаешь? Это очень легко этим всем объяснять. Есть эти все истории, связанные с прошлыми воплощениями. Но не просто так человеку стирают эту всю память. Не просто так ее стирают. Именно для того, чтобы груз этих прошлых воплощений не давлел тебе здесь сейчас. Чтобы ты не говорил, ну я вот в прошлой жизни там вот был идиот, вот сейчас я идиот, потому что тогда был идиот. Тебе говорят, нет, мы же тебе специально все стерли, начинай все по-новому. У тебя новый шанс, начинай все по-новому. Никто тебя не заставляет совершать прошлые ошибки и жить по прошлым программам. Меняйся. А он не хочет, понимаешь? И сейчас это просто очень модный тренд, типа сваливать все на прошлое. Все в ваших руках здесь и сейчас, друзья мои. А вам еще так часто говорят о карме, кармические узлы, отработка кармы и так далее. Как это объяснить людям? Ну, есть закон причины и следствий. Ну, причинно-следственная связь. Вот вы вашу жизнь смотрите как кино. Представьте, что это вот кино, вот пленка, да? Это вот один кадр, это вот эта нынешняя жизнь. А есть все остальное кино. Все остальные вот эти ваши жизни. Но это вопросы кармы. Но при погружении в себя, при преодолении этой двойственности, о которой мы выше говорили, вы выходите за пределы этой кармы, за пределы этих правил, понимаете? Вы как будто выходите за пределы их. Вы вдруг одномоментно эти все жизни свои осознаете. Я просто этот этап проходил, понимаешь? Я понимаю, за что вот идет речь. Ты его как-то вспышкой вдруг осознаешь все это, что все это было только для того, чтобы привести тебя к этому осознанию. Все эти какие-то страдания, мучения, твоя отрубленная голова там или еще какие-то там проблемы, понимаешь, оно все тебя пыталось наставить на какой-то путь. И когда ты понимал, что ты вот в этой жизни не получается, бах, программа самоликвидации, убили, разбился на машине, еще спился, что-нибудь там еще случилось, да? Что время зря тратить? Эти вещи имеют место быть. Но сначала нужно разобраться здесь с этой жизнью, понимаете, чем туда лезть сразу. Потому что сейчас модно, здесь не разобрались с психологическими проблемами, детскими травмами, но лезут сразу в прошлое и пытаются в кармические узлы залазить. Сначала здесь нужно разобраться, потому что когда вы не разберетесь здесь и полезете туда, вы еще больше нагромождения этих проблем сделаете. А так это все причинно-следственные связи. Если с точки зрения современной физики, в 4-5 пространственном измерении времени не существует. То есть, когда вы там оказываетесь, вдруг подниметесь, вы будете видеть человека, даже вот нас вы будете видеть людей, не как шарик энергии, да, а как полоску от рождения до смерти. Почему? Потому что там одномоментно это все видно, нету времени. Это вот современная физика нам об этом говорит. Есть подтверждения, эксперименты. Фильм «Интерстеллар» посмотрите, очень хорошо про это. Вот. Такой вопрос.
Мир света, мир тьмы, светлые силы, темные силы. Борьба противоположностей, как бы основа развития. Ну да. Вот какова Гегельская иерархия? диалектика. Где эти темные силы? Где... Ну, это условно, конечно, их так называют, но как в этом разобраться тоже? Ну, знаете, как говорится, все говорит относительно. Относительно чего? Вот добро и зло относительно чего? Относительно вас. Потому что вы решаете лично, вот я, например, что для меня является добром, что для меня является злом. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот у нас здесь грузинские соседи, для них добро по одному выглядит, понимаете, на территории Абхазии, а для вас по-другому. Что является добром идеальным, никто не знает. Все относительно. Поэтому, когда говорят, что добро и зло относительно правильно, потому что точкой отчета является сам человек. Относительно человека, как правая и левая рука, понимаете. И человек делает выбор. Как он хочет идти? По пути разрушения или по пути созидания, по пути какого-то роста духовного или по пути деградации. Деградация что же путь? Естественно, ему и те, и другие возможности предоставляются. Он захотел выбрать путь деградации, саморазрушения, пожалуйста. Вот тебе там товарищи демоны, они там тебя проводят, покажут, объяснят все. Куда надо идти и что нужно делать для того, чтобы деградировать сильнее. Они что делают? Исполняют твои желания. Ты захотел роста, пожалуйста, усилия над собой, вот там товарищи ангелы, они тебя будут тоже провожать. Это твой выбор, они просто тебе помогают. Ты выбираешь сторону. Куда тебе ближе? Кому-то деградировать тоже хорошо, знаете, во тьму тоже идти. В предвечный хаос. Почему нет? Тоже путь. Ну вот в дополнение, так Самое скажем, главное преодолеть эту дуальность, понимаете? Вот хорошо Сергий Радонежский сказал. Ударим единством Пресвятой Троицы по лукавому разделению мира на добро и зло. Лукавое разделение мира на добро и зло. Первый раз, кстати, его Заратустра придумал, вы знаете это? Он же скифский был, там же есть Заратустра. И он придумал идею, что существует добро и зло. Ну, там Ахура-Мазда, да, Ахура-Ман, да, что у них там война между ними происходит из-за этого. Его скифы изгнали из себя, сказали: ты что, сумасшедший что ли? Ты что делаешь? Мир целостен. Есть ночь, есть день, луна, солнце. И все это находится во взаимодействии, понимаете, в гармонии. Нет, вот они должны бороться. И там царю туда персидскому понравилась эта идея. Почему она понравилась? Потому что этой идеей можно объяснить завоевательные войны, понимаете? Вы понимаете смысл, в чем этой идеи? Завоевательные войны, нападать на соседей, если эта идея есть в обществе, вы можете очень легко. Каким образом? Вы объявляете себя армией света, а это значит армия демонов, понимаете, которых мы должны изничтожить, Бог так сказал. И с тех пор так и происходит. Американцы считают себя армией света. Они считают, что с ними Бог и архангел Михаил у них на знамени. У нас, соответственно, тоже. Мы тоже армия света, и у нас тоже архангел Михаил на знамени. И у украинцев архангел Михаил на знамени тоже армия света. И все армии света готовы сжечь мир в ядерном огне, понимаете? Каждый из них, кто хоть один сказал, что мы армия демонов? Ну, кто такое сказал в нашей истории? Вот скажите мне. Гитлер, у них написано было на пряжках: с нами Бог. Бог с ними, понимаете? Каждый так говорят. А все из-за этой дуальности. Потому что легко. Я, значит, светлый, ты, значит, демон. Все. Мы объяснили, почему тебя нужно убить, потому что Бог так сказал: демонов уничтожать. Но все-таки отношение к миру инфернальных сущностей. Оно как выдумка, как сказка, как люди. Какая сказка? Ну, люди же в это не понимают, не верят, их же не видно. Друзья мои, физика, обычная физика. Вот посмотрите частоты по чакрам. Да, вот самая нижняя чакра человека красная, да, Муладхара называется. Есть инфернальный мир, это все, что ниже красного диапазона спектра находится. Инфракрасный, по сути, да, инфернальный. Там, я не буду сейчас говорить, это очень секретные всякие исследования были советских ученых по поводу вот этой... Но есть такая наука акустика, и есть частоты, запрещено в которые даже влазить. В инфракрасном диапазоне, в ультрафиолетовом. Вот я недавно с одним акустиком разговаривал: Алан, просто даже соваться нельзя. Почему? Потому что ты настраиваешься на эти частоты, либо на эти частоты. Это частотные характеристики. В герцах причем, померенные уже. И когда тебе говорят, что делали аппараты и потом слышали мертвых там или еще что-то делали, это частоты, это частотные характеристики, понимаете? Это все излучение определенное. Ничего нематериального не существует, есть тонкоматериальное. И если тонкоматериальное до 20 века это было то, что человек воспринять не мог, и фантазии эзотериков, то сейчас аппаратура все тоньше и тоньше и тоньше становится. И когда написано, что мир невидимый станет видимым, он станет видимым не потому, что все просветлеют, а потому что вот будет приложение в айфоне. Демон.ру называется. Бац, там чик, инфернальный мир. Что тут у нас происходит? Поставил камеру, которая в этом инфракрасном диапазоне тебе снимать будет. О, смотри, тут сидит в углу кто-то.
Это все технологии будут. Потому что определенные частотные характеристики. И тогда все эти сказки вдруг станут реальностью, и мы вдруг осознаем, что наши предки были, оказывается, не просто там, а они просто видели этот мир, умели его воспринимать. Который мы сейчас с помощью аппаратуры тоже научимся воспринимать. Мы же создали хроники Акаши себе, называется интернет. То же самое, информационное поле. И в дополнение, вот опять-таки говорят о вибрациях, о низких вибрациях, высоких вибрациях. Но обычному человеку все-таки это сложно понять, что значит вибрации. Я тебе сейчас скажу, что значит вибрации. Герцы, вы же понимаете, что такое обычный Да, человек? это да, я как бы стараюсь Сейчас, понять. нет, да, сейчас скажу, Муладхара это сколько герц? Тут просто картинка была, сколько прямо они, ну, по герцовке. Это в герцах. Частота же в герцах определяется. Что значит низковибрационный человек? Низковибрационный это живущий, вот его доминирующая чакра, энергетический центр, является красный, Муладхара. Самый нижний центр. Это называется низкая вибрация. То есть это две базовые потребности: выживание и размножение. Все. Больше его ничего И это не измеряется. интересует. Это проявляется как характеристика, как качественная, как этическая норма его. То есть человек, который живет на одной этой чакре, ему кроме размножения и, как сказать, покушать больше ничего не интересует. И отвечает за это рептильный мозг. То есть даже верхние части мозга этим человеком не задействованы. Там неокортекс какой-нибудь там, они не задействованы. У него задействован его он называется рептильный мозг, самая древняя часть мозга, отвечающая за выживание и вот размножение. Но со временем это отражается на лице, по-моему. Конечно, поэтому они рептилоиды, понимаете, говорят, рептилоидов ищут, это люди, вот, которые на рептильном мозге своем только и живут, они и есть рептилоиды. И их вот как бы массовая культура старается, чтобы человек выше этих нижних двух энергетических центров не поднимался в своем осознании. Даже вот третий это уже связано с волей. Вот воли быть не должно. Воля у кого есть? У спортсменов, каких-то волевых людей. Но система воспитания так построена, чтобы воля не было. Даже третий энергетический центр, чтобы не включался. Второй связан с этой вот энергией размножения, там, сексуальностью и прочее. Она в каком-то возрасте включается, из-за неправильного как бы, к ней отношения она потом и выключается. И человек на одной этой Муладхаре живет. Это и есть низкочастотные вибрации, которые он сам излучает. Не кто-то излучает, он их излучает. Но это не константа. Это просто человек с собой не работает. Начнут как атрофированные мышцы. Занялся спортом, мышцы там пришли в порядок, пресс, кубики, мышцы появились. Не занимается? Нету. Соответственно, с энергетическим телом тоже нужно заниматься. И люди с ним не занимаются. Соответственно, работают только вот это нижние центры. И тогда это называется человек низковибрационный. Соответственно, когда он другие центры начинает включать, его поле начинает меняться. Да, там, воля включается, сердце открывается, там, открытое сердце, туда-сюда, любовь, там, безусловно и прочее. Это сердечный центр уже, это уже высокие частоты. И поле само становится, сфотографировать его зеленого цвета. Не красного, не желтого, уже зеленое становится. Если пошел выше, это уже эмоциональный центр, это чувство, да, эмоции, это же тонкая вещь. И сейчас называется это красивый эмоциональный интеллект, понимаете, когда мозг соединяют с этим центром. Это говорить, это петь, это там доносить мысли, да, там Гитлер сильно себе его прокачал, этот эмоциональный интеллект. Выше, это вот, пожалуйста, уже этот прямое видение, там, третьи глаза и все прочее. Это уже очень высокие вибрации считаются. И они, эти люди, они по-разному, у них разное отношение к миру, разные способы, не знаю, взаимодействия с реальностью, едят они по-разному, этика у них, все разное. Они друг друга вообще не понимают. И поэтому, когда человек начинает духовное восхождение, эти центры открывать, он все вокруг себя видит все меньше и меньше людей, которые его понимают. Потому что он выходит из этой сферы красных шариков и становится там синим шариком. А синих шариков он других не знает, а кругом красный. И он с ума сходить начинает думать, что он сумасшедший, что он безумный. Нет, он просто вышел из этого как бы сообщества рептилоидов, понимаете? Им надо немножко подождать, и тогда другие шарики синие к нему тоже притянутся, и уже как-то в коллективе будет проще. И все, вот это есть и вибрации. И они меняются с помощью практики. Человек должен над собой работать. Такая тоже тема интересная. Магия, ритуалы, колдовство, оккультизм. Все это как-то было в стороне в определенное время. Сейчас этим все больше и больше интересуются. Понятно, что в древности это вообще занимало большое место. Что это? Как это проявляется? Это есть, нету, выдумки. Вот с точки зрения современной физики мир находится в состоянии квантовой запутанности. Эксперименты проводились, физические эксперименты. Когда проводят эксперимент, и результат эксперимента зависел от того, что думал в этот момент тот, кто проводит эксперимент, какого он результата ожидал. И там эти электроны вели себя соответствующим образом, как волна, там, как свет, там, да, знаете, это знаменитый с тремя этими щелями эксперимент.
И они пришли к выводу, что сознание воздействует на физическую реальность. Пусть на такую маленькую, пусть на эту субатомную, но оно воздействует. Сознание, ожидание воздействует на физическую реальность. А где-то грань, когда оно перестает воздействовать. И тогда приходит к пониманию того, что человек на самом деле своим намерением, своими мыслями формирует реальность, в которой он живет. Это и есть эта магия. А все остальные ритуалы, там, обряды, бубны, это все для того, чтобы в это состояние войти и в себя поверить. Как один говорил хороший человек, умный, говорит, да ладно, все говорят, это магия, это просто гвоздь, на который ты вешаешь свое намерение. Вот ты для того, чтобы в себя поверить, тебе нужно кроличью лапку повесить на шею, ну повесь, ну ты будешь в себя верить, да, ну давай. Тогда ты поверишь, что ты можешь это сделать. Как только ты в это веришь, твое сознание начинает воздействовать на физическую реальность. Но человеку эта идея дико, понимаешь, как это он мыслями влияет на реальность. Да вот так он на нее влияет. А как защититься от негативной магии, которые пытаются на тебя навести вот это негативные мысли? Негативно, ты их чувствуешь прям, да? Ну бывает же такое. Да, постоянно, у меня постоянно, регулярно. Ты что? Ты чё, о чем? Больше, чем на меня колдуют, я не знаю, на кого еще в этой республике колдуют. Хейтят, колдуют, проклинают, да. Ну как человек, у него должна быть светлая сильная энергия, чистая, чтобы не пробивала его темную. В идеале, да. Ты ее поглощаешь. Потому что нету темной энергии. Это все как электричество. Мы уже пришли к пониманию. Энергия, она никакого цвета. Это как автомат. Вот ты можешь автоматом родину защитить, а можешь пойти там кого-нибудь убить и изнасиловать. Это оружие просто. Соответственно, эта энергия, в нее вкладывается намерение этого человека, который вот негативное. Соответственно, ты можешь, когда ты с этим понимаешь, твоя энергетика, она эту энергию принимает, я ее поглощаю, а намерения их не оставляю им. Это вот. И поэтому, чем они меня сильнее ненавидят, они меня сильнее делают. Там хаоса, там такие обряды проводят, там фотки закапывают в кладбище. Ты что? Присылают мне, все, тебе кирдык там. Обычно же говорят, да это ничего нету этого, это ничего не действует, это выдумки человеческие. Слушай, ничего не действует. Генерал Ивашов. Обсуждали, мы с ним эфир приводили. Генерал Ивашов. Говорит, президент Российской Федерации Ельцин принял решение определенное. Вечером, совещание, все, там принял решение. Утром должен подписать указ. Уезжает домой, спит, приезжает утром, подписывает диаметрально противоположный указ, все в шоке. Ну, там планы какие-то погорели. Начинают ковырять по линии ФСО, охрана президента, типа, кто повлиял на принятие решений. Ведь самая высшая форма власти – это управление сознанием лиц, принимающих решения. Они же, вот из чего там уважаемый наш глава государства принял решение, например, там, по Украине? Откуда он такое решение принял? Он же из чего-то исходя принял, из поступающей в голову к нему информации, правильно? Вот тот, кто контролирует эту поступающую туда информацию, тот и управляет процессом. Это называется как высшая форма власти, управление сознанием лиц, принимающих решения. Соответственно, кто вложил Ельцину какую-то идею, что он взял на диаметрально противоположное, поменял свое мнение и подписал другой указ? Начали там по линии ФСО, там генерал такой Рогозин был, который там эзотерикой занимался. Говорит, Рогозина, говорит, мы позвали, типа, что за тема? Опросили всех его этих с лички, говорит, да нет, вот мы приехали, все, вот он там домой довезли, ее уж проводят, там, говорит, все, довели, там, жена, даже не разговаривали, лег спать, проснулся, утром забрали, но не было постороннего человеческого влияния, не было. Не было, говорит, человеческого влияния, значит, было нечеловеческое влияние. Рогозин берет своих слиперов, погружает в состояние измененного сознания. Знаешь, какие слиперы? Да. Слиперов погружает и нашли, что было дистанционное воздействие на Ельцина, что ночью пришли и дистанционно, энергетически вложили ему идею в голову, которая у него проросла, и утром он ее принял за свою, и, соответственно, вот принял такое решение. Это рассказывает мне генерал-лейтенант армии, понимаешь? Я знаю, как эта технология работает. Друзья мои, кто не понимает, как это работает, посмотрите фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Но смотрите его как документальное кино. А он мог защититься от этого? Ельцин? Да, воздействия, да. Он сам нет, но у них есть те, кто их защищают. Кстати, генерал Ратников еще был, Ратников тоже. Ратников, Рогозин, они слиперы в парах всегда работают. Этот был как слипер, Рогозин лежал, а этот его водил, эксперт-оператор. Они в парах работают. Можно сказать, что лидеры пользуются вот людьми с определенными, да, Нет, ты просто к тому говоришь, что способностями. он не работает. Вот оно так и работает, понимаешь? Способностями, которые ставят им, да, астральную защиту, что ли, да? Конечно, они защищают своей энергией. Вот как женщина защищает своей энергией, берегиня, там, мужчину на войне, там, любовью своей, детей своих защищает. Это что такое? Это то же самое. Это тоже такая ментальная защита. Мать чувствует, что там с ребенком что-то не то, и она как будто его постоянно вот держит в своем поле. Это вот есть эта астральная защита. Почему они хотят, чтобы главу государства любили женщины? Вот как ты думаешь? Вот ты же понимаешь теперь, как это работает. Они его искренне будут защищать своей любовью.
До тех пор, пока они его любят, искренне. Это невозможно сделать за деньги. Я дам тебе $100, скажу, защищай меня. Ты не можешь себя заставить. А если ты меня искренне полюбишь, ты будешь это искренне делать. Поэтому нашего глава государства должны искренне любить, чтобы его искренне защищать. Женщины, понимаешь? Но тут они сейчас столкнулись в этом поле противодействия, в этом астральном, с украинскими злыми ведьмами. Вот у них сейчас там идет русская родина-мать с мечом. И в Киеве тоже родина-мать с мечом, знаешь. Это же вот на этом уровне и тоже противостояние идет. Хорошо, что люди обычно это не видят, понимаешь? А я это еще вижу по ночам. Это просто, я говорю, девочки, перестаньте ссориться уже. Ну давайте что-то это... Нет, прям очень злые. Алан, ты уже говорил. И надо будет с украинскими договариваться как-то. Силой не получится. Изнасиловать Украину не получится, там только по любви можно. Ты уже говорил, что сознание может выходить из тела, наверное, путешествовать, познавать там. Обычному человеку это сложно понять, как это выходить из тела, как там где-то быть в каких-то мирах, там в астрале, понимать, разговаривать, контактировать с духами и так далее. Вот это очень сложно. Да? Да. Капец, прикинь. А я же, короче, этим темам марафоны веду и вот обучаю людей. И когда я только начал это делать, я считал, что проще вообще ничего не бывает. Ну что проще, это же не штангу поднимать, спишь, как бы, ну, тело спит, а ты не спишь, как бы, тусуешься где-то. Ну, как бы, а что проще, ничего не делаешь, лежишь и гуляешь где-то. Я, откровенно говоря, чуть-чуть это стал понимать, когда прочитал книгу жены Левашовой, вот, как жена называется, «Откровение». Вот там это очень подробно она описала о своих способностях. Замечательная книга, вот про это имена, и вот тогда я как бы стал понимать и верить в это. Вот. Мне из этих всех авторов Кастанеда больше всех нравится «Искусство сновидения» его, потому там вот оно более, как сказать, практично и реально описано. Я не читал просто Левашова книгу, не знаю, как там у нее описано. Но смысл заключается в чем? Что вот у тебя, мы же говорили, дух, душа есть, да? Вот есть физическое тело. Физическому телу нужно на ТО ложиться, да, вот оно ТО, там печень, почки, что-то они там делают, восстанавливаются, свои процессы идут на клеточном уровне, там, да. Мы туда не лезем. И вот когда тело засыпает, уходит на ТО, по сути, там из розетки выключается, ему нужно там сколько-то часов перезагрузить систему. Твоему духу спать не обязательно. Это просто привычка вырубаться и включаться с телом. Если человек научится ловить момент, когда тело выключается, а сознание не выключается, удерживать его, то потом просто происходит разделение, ты бац, и ты уже за пределами тела находишься. Все. Все очень просто. Но проблема заключается, это простые в чем. Знаешь, вот ты приходишь в спортзал, и там какой-нибудь тип стоит, там 200 килограмм штангу поднимает, и говоришь, ну, легко же, ну ё-моё. Конечно, легко, он в спортзале уже, там, не знаю, 5-6 лет к этому готовился, да, тренировался. Соответственно, это все результат труда. Если ты такую задачу поставишь, этому обучают. Это не какая-то там сверхвозможность. Да, есть люди, у которых есть предрасположенность, сновидящие, как бы, да, есть, у которых нет предрасположенности. Даже те, кто нет предрасположенности, они могут этот опыт пережить несколько раз, чтобы просто понять, да, что он существует. Но он их не будет увлекать. Там знаешь, в чем еще история? Вот есть сновидящие, которых это вот, ну, им это нравится, мне это нравится. Ты туда попадаешь только потому, что тебе это нравится. Вот у тебя есть какая-то тяга к этому. Ну, это как музыку писать или играть. Ну, нет у меня тяги играть на фортепиано, а кто-то без него жить не может. Вот когда человек без этого жить не может, ну, тогда все легко идет. А когда это просто, ну, есть или нет? Ну, конечно, есть. И ничего там сложного нет. Это другие режимы работы сознания. Институты целые есть по исследованию работы мозга и сознания в этих, ну, там, институт Монро, Лаберже, там. А в связи с этим такой вопрос. Ясновидение. Откуда это? Шишковидная железа, третий глаз. Я просто встречался, скажем, с женщиной, которая когда-то меня ошарашила. Она рассказала, что у меня было в прошлом. А я с ней виделся первый раз. Ну, говорят, это там невозможно и так далее, и так далее. Но я в это поверил, когда практически сам столкнулся. Да ладно, невозможно, что там сверхъестественно? Ну, опять-таки, для обычного человека, как понять, каким образом они предсказывают, каким образом они уходят в мое прошлое и узнают, что я там делал, где был и так далее. Слушай, я когда смотрю упражнения на кольце, когда на Олимпийских играх делают, да, гимнасты, я считаю, что это вообще нереальное что-то. Но это видно глазами, это можно, да, видеть. Поэтому, ну, невозможно для... Что значит, это категория обычный человек, я вообще что-то плохо понимаю. Если человек с этим не занимался никогда, то, конечно, для него это будет чем-то сверхъестественным. Если они этим занимались, они с утра до вечера там в этих медитациях сидят и тренируют свой мозг, да, это определенно тоже, ну, как тренировка. Чем занимаются они в монастырях? Ну, тренировки, просто тренировки не только физические, а там духовные, ментальные, там, с энергиями работать. Если кто с этим рождается. Ну, если этим рождается, ну, где-то это наработало уже.
Она не просто с этим родилась. Она родилась, потому что она это уже умела. То, что вы говорите, да, как они информацию вытаскивают. Вот у нас же сейчас есть интернет, да, вот есть телефон. Вот сейчас отключить от него интернет. Этот телефон, ну, тупая балалайка, могу вот позвонить. Интернета нету окна в мир. Это как черное окно уже не работает. Окна в мир нету, вот позвонить. Да? То, что сейчас нам хотят сделать с интернетом. Но то же самое с человеческой головой. В голове у человека есть Wi-Fi. Представьте, что есть биогенный интернет, где информация вся хранится. И вы к нему тоже подключены. Но Wi-Fi, который вот эта шишковидная железа, неактивно. Выключили Wi-Fi, не заплатили вовремя, не знаю, может вирусы у вас не пускают. Wi-Fi не включен в голове. Как только он включается, вы попадаете в это информационное поле. Как в нем уже, какую информацию вытаскивать, это уже, ну... А как включить? Тренироваться, ну как включают? Во всех традициях это описано, как это включают. Их много практик этих есть, понимаете? Но самая основная связана с тем, что вы включаете поочередно свои эти энергетические центры в ходе там многолетних там своих этих. Потом включается этот шестой центр. Это что значит? Это значит, эта энергия, она потихоньку поднимается, активирует это все. Потом она начинает активировать в голове. Вот у Папы Римского, вот этих всех священников, у них посох, на конце шишка, да? Посох обвивается там это же посох Диониса у них, бога Диониса, вьюнковым растением. Это посох Диониса. Это символ чего? Это вьюнковое растение, это и есть символ кундалини. Почему она в виде змеи или в виде этого вьюнкового растения? Потому что когда она в позвоночнике поднимается, она вот как бы обвивает так позвоночник. По спирали энергия любая движется, не по прямой, все по спиралям двигаются. И она активирует, грубо говоря, там розетка в копчике находится, а лампочка в голове. Как эту проводку подсоединить, обратно подключить? Вот эти все энергетические практики с этим связаны. Как подключить энергетический центр в копчике, да, вот в нижнем центре, с головой. Вот как это сделать? Вот все остальное, как это сделать, в разных традициях очень много разных практик с этим связаны. Но на все это уходит время. Если это, конечно, не врожденное или не в случае там какой-то травмы, как у Ванги, да, там ее молния долбанула, и активация напрямую произошла в мозг. Шишковидная железа это активировалась, но она взамен зрения потеряла. А еще говорят о подключениях, что пробив ауру человека, там сущность подключается и руководит им, там воздействует на подсознание. Это существует реально? Это... Конечно. А как это происходит? Ну вот вы же понимаете, дух, душа, тело у вас есть, да? Если у вас энергетика очень слабая, ну мир же кишит жизнью. Огромное количество существ, гораздо больше, чем тех, кто имеет материальное тело, не имеющих материального тела, но имеющих сознание. Сгустки энергии просто. Вы их глазами не видите. Ну, специальной аппаратурой кого-то вы можете зафиксировать, какими-то фотоаппаратами, если прям можно озадачиться. То есть существа, это неорганические существа их называют. У них нету организмов, но сознание при этом имеется. И соответственно, они могут интегрироваться в людей. Ну, причем вот методом Кирлиана это фиксируется, конечно, как ни странно. Конечно, это видно сразу бывает. Там пробой сначала в этой ауре бывает, какая-то дырка, понимаете, дын-дын-дын из-за эмоций, из-за чего-то там. И потом туда интегрируется эта какая-то штука. Сегодня в сновидении как раз долго мне это показывали, как паразиты сознания. Говорят, ладно, знаешь, как работает, хочешь, тебе покажем. Такие, как они, как маленькие медузы выглядят. И прямо на энергетический центр. И причем она присасывается, знаете как? Ну вот у чакры же у человека, она, которая у него самая активная. Самая активная, она больше энергии излучает, значит, да, ну красная активная. Он джук туда. А ему задача, он же не видит людей как людей. Он видит это как, куда можно присосаться и отсасывать энергию. А чтобы он ее больше юзал, давал этой больше энергии, да, производил, он начинает туда как бы еще сильнее активировать. То есть бац, у тебя красная, ага, значит еще больше бухать, еще больше мяса жрать, еще больше драться, чтобы ты еще больше энергии выдавал. И пока с тебя чуть-чуть это качать можно, качается, потом бац, уже все. Ничего не дает, корова молока не дает, бац, отклеился, пошел к другому приклеился, понимаешь? Так интересно работают эти штуки. Сегодня как раз вот полночи я до сих пор вот в себя вот проснуться не могу, чай пью весь день. Потому что вот 12 часов я как раз был не тут. Алан тоже... Вот эти паразиты сознания, причем у них коллективное сознание, я вам еще больше скажу, у них коллективное сознание. Там есть такие штуки, которые как бы их распыляют. Но если человек это ощущает, там ее просто убрать, да как муху стряхнуть. Но проблема в том, что не ощущают. Если человек чувствительный, убрал и все. А если не чувствует, тогда все, засада. Тоже такая скрытая тема, мало о ней говорят. Эта тема связана с Гавахом. С Гавахом тоже очень серьезная тема. Естественно, в науке там и так далее, это вообще ни одного слова про это нет. Что это? Как это инфернальные сущности питаются эмоциями человека? Когда человек слишком радуется, или очень сильно грустит, или он злой,
когда он на эмоциях, как эти эмоции могут стать питанием для них, это вообще что-то сложно, на самом деле сложно понять. Да, конечно, эти существа, они же питаются, они же мясо не могут покушать. Мы можем мясо покушать, Ну да. а они энергию чистую едят. А как? Энергию Как они это чистую едят. поглощают? Как это для них это энергия? Смотри, вот эти чакры, они же как в обе стороны работают. Как излучаете вы, выбрасываете эту энергию из себя, так и поглощаете. Она вот так в обе стороны работает, как насосы. Соответственно, когда эта сущность присасывается, ей нужно простимулировать, чтобы вы начали какую-нибудь выбрасывать. Типа через, ну как там уже какая у вас есть, не знаю, люди же разные. Кого-то через агрессию можно доить, кого-то через юмор можно доить, кого-то через что-то. Какая разница через что доить? Главное, чтобы молоко давала корова, понимаешь? И, соответственно, человек начинает излучать что-то. Ну вот стадионы, пожалуйста. Да. Слово стадион от какого слова произошло? Мне кажется, от слова стадо. Собрали Все футбольные людей, матчи, собрали все людей, спортивные. они же в виде тарелки сделаны, понимаешь, разогнали им эту всю энергию, орут. Кто-то у меня знакомая есть, она такая вот, вхожа в разные круги там, и говорит, футбольный матч, она в Европе живет, ну все это, говорит, талантцам, вся эта высшая иерархия, там эти всякие, ну, аристократия, все они только магией занимаются. И говорит, футбольные матчи, говорит, у нас, говорит, специальная ложа есть, как бы для вот этой вот, ну, как бы хозяева клубов там наверху сидят, там на самом лучшем месте наверху. Я говорю, а что вы там делаете? Говорит, как, что, мы, говорит, эту энергию собираем. Я говорю, а как ты ее собираешь? Я говорю, тебе расскажу, как я ее собираю. Говорит, представь, говорит, я, говорит, над этой воронкой, короче, вот этот стадион, ты представляешь, короче, что она как воронка, как песочные часы. И, говорит, эта энергия, она это, аккумулируется туда. И ты, говорит, там становишься, как бы энергетическим телом своим становишься. И, говорит, все. И в этот момент, когда ты там стоишь, за счет этой энергии формируешь намерения, какие тебе нужны в жизни. То. И ты эту энергию людей используешь. И все, говорит, вот так вот сидят и делают. Лайфхак, да. Понимаешь? Алан, ты... Поэтому эти все средства, вот эти вот массовые скопления вот таких людей с эмоциями, выплеском, они для того, чтобы вот это доить в больших количествах через эмоциональную сферу. Человек уже оттуда выходит опустошенный. Но самое, знаешь, что интересное? Они научили людей от этой опустошенности кайфовать. Люди кайфуют от этого. Они как будто лишний груз сбрасывают. И вот эта лишняя энергия, чуть-чуть накопления произошли, у тебя лишняя энергия, тебя начинает колбасить. Ты не знаешь, куда себя деть, понимаешь? Это у тебя появилось чуть-чуть больше энергии, чем привычно. И ты уже пытаешься ее куда-то найти. То есть ты такую привычку сделали на низах постоянно быть, в пустом состоянии. А коллективная молитва, например, намаз, почему люди выходят с энергией дополнительной? А потому что там другой принцип, понимаешь? Там принцип-то другой. Это коллективная молитва, это коллективное намерение. Это как коллективно мантры читать или коллективно медитировать. Там молитва сама усиливается. Почему у нас, я не знаю, как у вас в Абхазии, у нас считалось, что молиться минимум 3 человека, надо 3 мужчины, да, вот втроем, минимум втроем. Почему? Потому что усиление идет. Коллективная молитва. Что негативного, что позитивного усиления идет. А те-то с них просто эмоции орут, и они выбрасывают эмоции. А когда молитва, медитация, какая-то духовная практика идет, люди совместно делают, они позитивные намерения закладывают, они же осознанно это все делают. Там по-другому Так же работает. коллективно, конечно. Конечно. До сих точно пор так же проводят обряды старинные. Вот так же это все молитвы. и работает. Технологии-то. А значит, выходит на стадионе та команда, которая победила, она дает огромную радость одной части, это тоже энергия, подпитка, а та, которая проиграла, горюет, значит, та сторона, зрители, Да они тоже и так, они и так. в процессе самой игры это все выплескивают. Когда кричат, когда радуются, когда поют, они вот все 90 минут выплескивают, понимаете, опустошают себя. Все 90 минут, вне зависимости от результата. В казино всегда побеждает директор казино, понимаете? Хозяин казино в казино побеждает. В казино нельзя победить. Всегда побеждает хозяин казино. Хозяин казино это не болельщики, даже не игроки. Это все люди, игроки, те, которым за это дело деньги платят, понимаешь, для того, чтобы они как бы этот эмоциональный фон поддерживали. Ну вот, поэтому я менее эмоционально стал смотреть футбол. И стали себя лучше чувствовать. А то же может так доболеться, что инфаркт можно получить, да, там какой-нибудь инсульт. Из-за чего? Задумаешься тогда вроде, кто там кого выиграл, какая разница. А люди инфаркты получают. Алан, у меня такой вопрос был. Частично ты ответил коротко. Что такое кундалини и монада? Вот я не могу четко разобраться. Кундалини это считается, что в момент зачатия вот есть такая творческая энергия, которая дает возможность человеку создавать новую жизнь. Это божественная энергия внутри него. Ведь люди же не понимают, что создание ребенка это магия, это какое-то чудо. Ну, как бы привыкли на автомате, там, да, тык-тык-тык, и как будто норма. Но это же чудо. Не было ничего, тут бац, и новый человек появился. Что случилось? В этот момент они
производят акт творения, мужчина и женщина, как, ну, не знаю, как Бог творец, там внутри нее происходит взрыв какой-то, да, там же даже вот показывают, когда там попадает в яйцеклетку, как будто взрыв происходит маленький, да, вот там энергетический. Это взрыв, как в момент рождения Вселенной происходит, по сути, то что в малом, то и в большом. И внутри нее этот взрыв происходит. Это энергия, которая нужна для этого. Это считается творческая энергия. Это и есть энергия кундалини. И она в человеке спит всегда. И она как бы используется им, когда вот он там собирается делать там... Можно сказать, творческая энергия вот такая. Это творческая энергия, да. Если научиться с ней работать, когда это поняли эти мистики, что это энергия дана для продолжения жизни. То есть, чтобы человек, ему дан маленький запас, чтобы он мог создавать новую жизнь, да. И они когда поняли силу этой энергии, они же перестали делать детей, да, ты же знаешь, да, они же как бы обеты себе брали. И они начинали эту энергию тянуть в верхние центры. А что будет, если ее поднимать выше? И они увидели эффекты, которые она дает. То есть эту творческую энергию, эту кундалини разгонять и поднимать ее выше, выше. За счет чего? За счет накопления, когда ты ее не тратишь, когда ты ее, эту страсть перенаправляешь. Ну, эти все технологии, там, кундалини-йоги, тантра-йоги, это все с этим связано. То есть эти энергии поднимать в высшие центры. И она, поднимаясь, как огонь, чук-чук-чук, включает всю эту энергосистему, чук-чук-чук-чук человеческую. И все это активируется в человеке. А вот она монада. Творческая энергия, с творчеством связана. Монада. Это. Ну, монада, я не знаю, что они имели. Они душу или дух называют монадой. Дух, наверное. Это терминология. Вот даже терминология везде разная. Говорят об одном и том же, слова разные. И всегда путаница в словах происходит. Следующая такая тоже интересная тема, интереснейший вопрос, конечно, для обычных людей. Что происходит после смерти? Что? Где она, душа? Как она выходит? Куда она девается? Много-много об этом сказано. В наших традициях заложено многое, говорится там. Одни говорят, умер человек, да умер, все, нету ничего больше. А как? Ведь это ключевой вопрос. Что дальше? Потому что можно, скажем, делать много злого, ну я умер, и после этого ничего, все исчезло. Ну, знаете, как вам сказать? Мне тяжело на эти темы разговаривать, потому что для меня смерть это переход просто. Просто переход в другую, как дверь. Тук-тук-тук, дверь. Дверь рождения, дверь смерти. Это двери. Когда вот человек, ну вот, я когда этими осознанными сновидениями, ну, у меня они были всегда, никогда на них внимания не обращал. А лет в 30 там начали меня активно в сновидениях учить. Обучающие программы пошли. Вот прям жестко, короче. Вот это делай, короче. Все это месяцами, годами длилось. Я сказал, у меня друг один психиатр был тогда. Я ему говорю, слушай, ну вот эти вот рассказывают там все. Он говорит, ты понимаешь, тебе диагноз поставить можно? Я говорю, в смысле? Я был тогда уверен, что все люди так делают. Он говорит, 90% людей видят только черно-белые сны. Даже цветные сны уже у нас считаются признаком шизофрении. А у тебя, говорит, не просто, говорит, цветные сны, ты, говорит, себя во сне со стороны видишь спящего. Я говорю, да. А это называется бинарное расщепление личности. Какой-то он там диагноз мне сразу поставил. Понимаешь? То есть человек со стороны, говорит, нормально, видит только в момент смерти. Вот эти все их непосмертные опыты, они там в коме, клинической смерти, вылетают из тела и видят себя. А когда вы начинаете заниматься этими практиками, вы и так в эти состояния попадаете. И у вас этот вопрос сам по себе отпадает. Понимаешь? А так человеку в этом не убедишь. Но в любом случае каждый узнает об этом в свой момент. Просто проблема заключается в чем? Что вся цивилизация современная построена на страхе смерти. Вот вся цивилизация, все религиозные системы построены на одной идее – страхе смерти. И все этот страхом смерти торгуют. А ты сделай вот так, как мы тебе говорим, тогда мы тебе дадим билет, и тебя возьмут в хорошее место, в рай. А не будешь делать, как мы тебе говорим, тогда ты попадешь в плохое место, в ад. Описали ад, рай, там еще что-то, все это в дуальной системе. Это способ манипуляции через страх смерти. Человеку внушили страх смерти, и им теперь управляют. Как человеку преодолеть страх смерти? Для этого войну на войну отправлять. Вы знаете, для чего на войну отправлять? Чтобы страх смерти преодолеть. Алан, можно так Когда дух пробуждается, когда вы начинаете понимать, что вы дух в физическом теле, тогда и пропадает страх смерти. Но вот как это переключение сделать без разрушения психики и разрушения физического тела? Как только вы это осознаете, тогда все вопросы отпадают. Ну да, тело скинул, пошел дальше и все. Но до этого уровня сознания дойти нужно как-то. Либо через критическую ситуацию, клиническую смерть, или еще как-то в него попасть. И ты это осознаешь одномоментно. А все остальное мы их сейчас уговаривать будем. Да, еще вот эта книжка, та книжка. Никакая книжка ничего не объяснит. Любую книжку ты будешь ставить под сомнение, пока ты на практике сам что-то не переживешь подобное. И поэтому нужно всегда стремиться не к чтению новых книг, а к получению нового какого-то практического эмпирического опыта.
Алан, можно сказать, что в зависимости от набранной энергии, положительной или отрицательной, душа попадает там в низшие миры, в низший астрал, средний, выше и так далее. Это как вообще? Вот на какой частоте будешь, туда и пойдешь. На красной этой частоте вот этой умер, понимаешь, ты в эти инфернальные миры и попадешь. То есть ты идешь туда, кто тебе ближе. Вот на какой ты в тот момент находился, вот, а как ты находишься? Ты же сам себе судья, палач, прокурор и адвокат в этот момент. То есть почему у человека перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами? Он сам себе, он всю свою жизнь видит и сам себе выносит приговор. И одни умирают. Очень важно в том, в каком чувстве человек умирает. Если он умер в состоянии любви к этому миру, блин, как круто, как было хорошо, офигенно, и он в этом состоянии любви уходит, он в такие же пространства выпадает, на эту же частоту. А если он умер в разочаровании, в страхе, в ненависти, еще в чем-то, он попадает на эту частоту. То есть все зависит от того состояния, в котором вы умрете, друзья мои. Поэтому очень об этом, как сказать. Тоже коротко хочется узнать. Тема, связанная с инопланетянами. Вот насколько они влияют на нашу цивилизацию. Одни говорят, их нет, это все выдумки, как ни странно, до сих пор. Вот да, коротко. слушай, Вселенная бесконечна во времени и в пространстве. Просто, как нет. В любом случае были цивилизации, которые появились намного раньше нас и на более высоком технологичном уровне находятся. Оценить нам их невозможно, как оценить, например, нас невозможно каким-нибудь папуасам, которые там живут в экваториальной Африке. Они не могут осознать, понимаете, для чего нужен адронный коллайдер, например, да, или там какой-нибудь телефон даже, куда там нажимать надо, они смогут понять. То есть пропасть находится. Я считаю, что это все существует. Насколько они влияют, это уже все конспирологические теории разные могут быть. Но все они тоже являются порождением того же самого Творца, которого мы, просто мы на разных этапах эволюции находимся. Сейчас говорят о переходе Земли с одного измерения на другое, там 4-е, 5-е. На каком этапе находится Земля? Будет ли жатва, апокалипсис, либо мы это мягко обойдем, не так, как раньше это было с Атлантидой и так далее. На каком этапе? Слушай, это все зависит будет от людей. Это коллективный выбор всего человечества. Опять же, на каком будет средняя температура по больнице, какая будет на этой планете, вот такой будет этот переход совершаться. Понимаешь? То есть он происходит, помимо того, что раз в 2000 лет, да, эти эпохи, это же космические основания все. То есть, да, эпоха рыб сменилась эпоха водолея, это все, мы пролетаем разные участки небосвода, да, Млечного Пути. Но еще и прецессия произошла, да, 24 тысячи лет закончился большой цикл этой прецессии. И никто поэтому до конца не понимает, что будет. Потому что короткие циклы, понятно, короткий цикл меняются правила игры, приходят новые пророки, закидывают новые правила игры, и все, пошел кон новый. А тут полностью цикл поменялся. И поэтому и переживают сильные мира сего, к чему это может привести. Соответственно, и все актуализировались древние пророчества, древнее все что угодно. Потому что никто не понимает, что будет впереди. Будущее в тумане. А будущее будет зависеть от коллективного выбора всех людей. На каком уровне осознания будет средний уровень осознания на планете. На низах он будет, на страхе, на боли, на всех этих вещах. Соответственно, вся эпоха следующая. Это будет восприниматься как наш выбор. Понимаете, мы все в страхе, в ужасе, в боли. Соответственно, вся Вселенная понимает, это та эмоция, которая им нравится больше всего. Пусть они ее испытывают всю ближайшую эпоху. Понимаешь, страх, боль, ужас, войны и всю остальную хрень. Если человечество все-таки какая-то его часть, понимаешь, на другой уровень сознания вытащит всю эту планету, понимаешь, чтобы эту среднюю температуру по больнице изменить, то получится другое будущее. Все зависит от нас, от каждого. Алан, еще такое мнение, я тоже это поддерживаю. Здесь, на Земле, силы тьмы имеют больше силы, больше прерогативы. Что-то здесь идет не так. Нету равновесия, нету какого-то равноценности какой-то. Здесь произошел, так сказать, перебор в сторону тьмы. По какой причине надо разбираться? Слушай, это тоже цикличные все вещи. Ночь сварога, день сварога. Вот тут в русской этой традиционной есть такое понятие. Ночь сварога, день сварога. Ночь сварога закончилась. Темная эпоха была. Доминирование вот этих вот энергий. Как ночью. Ночью же нету солнца. Свет есть, конечно, отраженный, лунный, туда-сюда, но солнца же нет. Сейчас время предрассветное, рассвет. То есть света станет больше на ближайшую эпоху. Не навечно, опять же, цикл потом будет. И все так циклично развивается. Самое главное, это дуальность преодолеть. Каждая эпоха дает свой бесценный опыт для проживания каждой душе. И завершающий вопрос, который меня до сих пор мучает, я в поиске. Почему мы в школе не учим, что такое душа, в детском саду, в академии наук,
что Творец, Бог, вибрации, чакры и все остальное, все, что мы сегодня говорили в академической науке, может, там какой-то маленький уголок занимает, и то все это отвергается. Почему так сложилось? Самая большая секта в России – это Академия наук. Понимаете, самая большая секта. Регулирует то, что нам нужно знать, то, что не нужно. Это инструмент управления. Если вы хотите как бы понять, как на Западе это происходит, почитайте книгу Германа Гесса «Игра в бисер». И там описаны частные школы, это Касталия, да, там он написал, в Швейцарии, которая в горах находится, где люди медитацию проходят, все вот эти вот вещи, там душа, там и все прочее, как музыка связана с математикой, связана с сознанием, как обучают настоящую элиту. Соответственно, если ты настоящая элита и обучаешь своих детей так, то нужно, которая ты, эта элита не считаешь, этот охлос, учить совершенно другим вещам. Мы для них как охлос, понимаете? То, что вы говорите, то, что мы обсуждаем, это знания, которые давались в закрытых ложах, обществах, духовно-мистических орденах. Это не обсуждалось, не было такой эпохи в истории человечества, чтобы люди вот так публично обсуждали такие вещи и еще потом это вываливали на широкое обозрение, понимаешь? Чтобы каждая домохозяйка могла включить интернет, понимаете, жарить картоху и слушать про душу и дух. Это давалось на высоких степенях посвящения, про эти чакры, про то, как это активируется, кундалини. А сейчас сидишь, жуешь там яблоко и тебе тут рассказывают, понимаешь? Не было никогда такого в истории человечества, такого не было доступа к знаниям подобного рода, его не было. Сейчас оно появилось, а все время до этого это было удел людей в закрытых, как сказать, структурах разных, духовно-мистических орденах, там, масонских, неважно в каких. Вот то же самое, и соответственно, вывод-то какой из этого всего, что даже людям и говоришь это им не интересно, понимаешь? Неинтересно. И тогда эти представители, я же многих знаю, этих духовно-мистических, говорят, перед кем ты распинаешься? Говорит, Аллах, ну перед кем ты распинаешься? Ну зачем, говорит, им это надо? Ну представляешь, это, говорит, оружие, это страшное оружие, слиперство, это оружие. Ты берешь, говорит, домохозяйкам это рассказываешь. Говорит, ну давай, хорошо, вот научилась она это делать, она слипером стала. Ну а что она будет с ним делать, скажи мне? Вот что они, говорит, делали, говорит, ну вот одна за мужем следила, например, из тела выходила, следила за мужем. Другая там, что они будут делать с этим? Понимаешь? У них нету тяги к этому. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился. Вот с Пушкина стихотворение «Пророк», где технология просветления описана. «Пророк» называется. Вот этой духовной жажды нету у людей. А ты им технологии всовываешь. Поэтому у кого есть духовная жажда, приходите, ему научим. Но это уникальное время. Этот доступ к знаниям после этого перехода будет завершен. Не будет доступа свободного вот к этого рода знаниям. Почему? Потому что до них нужно дорасти всегда бывает. А сейчас это вот просто вываливается, пожалуйста, в Ютубе, там, в Инстаграме, где угодно. В ТикТоке тоже будет. Но занавеси приоткрылись, и нам надо это использовать. Конечно. И мы изменим ситуацию. Но самое главное, понимаете, делать что-то с собой. И только поэтому они приоткрыли эти зависи, потому что понимают, что нужна коллективная энергия. Одних ложь мистических орденов, где полупокеры там, и полугомосеки какие-то, где-то все выродилось давно, их не хватает. Нужна критическая масса определенного типа человеческой энергии. Где ее взять? Человек должен ее сам себе наработать. А где, если этих людей нужны миллионы? Одномоментно, вот так в одном поколении десятки, а может сотни. Никто, мы не знаем, когда должна быть критическая масса. Может сотни миллионов их нужны на всю планету, чтобы какой-то более конструктивный сценарий прописать, понимаешь? Где их взять? Давай вывалим знания, и 1 на миллион найдется. 1 на миллион там, это уже достаточно будет. И поэтому эти знания дают. Как только этот процесс закончится, скажут, ребята, лавочка закрыта, все. Опять идите, смотрите, вон футбол играйте, чипсы жуйте и не жужжите, понимаешь? Потому что самое ценное это доступ к знаниям, к такого рода. Потому что они превращают желудь в дуб. Понимаешь, а человека приводят к обожению, к одухотворению, делают из него дважды рожденного. Но для этого нужно что-то делать с собой. Что-то читать, этого мало. Это труд над собой. Это как в спорте. Невозможно борьбу вольную, борьба вольная, публика довольная, выучить по книжкам. Нужно идти на ковер, бороться, потеть, еще бороться. И так постепенно. То же самое с энергетическим телом. Только труд над собой, друзья мои. К чему я вас всех и призываю. Мы выкарабкаемся. Мне это тоже интересно. Мне это тоже интересно. Я же каждую ночь в этих информационных полях пребываю, понимаешь? Там вот так вот все качается. И чем силы сильнее тянут наверх, тем больше эти тянут вниз. А низ как тянут? Боль, смерть, ненависть, убийство. Вот вы видите, что в мире творится? Почему именно сейчас они решили воевать, понимаешь? Не 20 лет назад, либо еще 10 подождали. Вот именно сейчас им захотелось воевать. Именно в том формате, в котором сейчас воюют.
Потому что нужна энергия страдания, вот этого гаваха, про который ты говорил, в необходимом количестве. И этот гавах и будет восприниматься как коллективный выбор человечества, понимаете? Ну им так нравится, ну свинья в корыте, ей нравится барахтаться, что вы ее там во дворец тащите? Им так хорошо, что не видите? Сами же идут, пожалуйста, вот, добровольно. Все же добровольцы там, да, ну контракт подписали. Добровольно убивают других людей. Значит нравится, коллективный выбор. А как сделать, чтобы свет перевесил в их душах? Знания нужны. Поэтому Прометей был... Да. Спасибо огромное, Илан.